Добрый день! В эфире интернета передача «Акцент». Сегодня у нас в студии Павел Вячеславович Зарифуллин, директор фонда Льва Гумилева. По-другому он еще называется Евразийский фонд. Кроме того, Павел Вячеславович является лидером движения «Новые скифы» и также автором нескольких книг. Павел Вячеславович Зарифуллин, директор Московского центра Льва Гумилева. Родился в 1977 году в Казани. Окончил юридический факультет Казанского государственного университета. Один из организаторов движения «Евразия». Руководитель молодежного общественного движения «Евразийский союз молодежи». Хотелось бы, конечно, поговорить сначала о вашем фонде. Добрый день, еще раз. Евразийский фонд Льва Гумилева. Называется правильно Евразийский центр имени Льва Николаевича Гумилева. Этот центр мы создали с нашими единомышленниками в 2009 году, вот ему будет 7 лет. Он работает в 5 странах: в России, в Киргизии, в Таджикистане, в Азербайджане и в Афганистане. Но основная его цель — это просвещение, пропаганда идей Льва Гумилева об общности исторических судеб наших народов, о том, что мы вместе должны рано или поздно вернуться в некий союз. Мы эти идеи пропагандируем как в России, так в странах Содружества и максимально дальше. Очень любим страну Саха и всегда сюда возвращаемся. Вы, кстати, который раз в Якутии находитесь? Сейчас я не помню уже. Так, около 10 раз я уже здесь был. Да. И как вам открывается каждый раз новая Якутия или что-то интересное? Ну, каждый раз по-новому. Это возвращение уже как домой, к себе, к неким таким энергетическим каким-то корешкам, к неким в это пространство красоты северной, любви, к уникальным людям, в уникальные места. Вы вчера состоялось учредительное собрание общественной организации «Элита». Она, кстати, войдет в движение евразийское МОДЭ. Скажите, пожалуйста, вот ваши впечатления и что все-таки означает вот движение общее и МОДЭ? Ну, это один из вариантов, как оно будет называться. Во-первых, мы поддерживаем все инициативы Андрея Александровича Борисова. Это мой давний друг, старший товарищ, и много текстов я ему посвятил тоже, и спектаклям, экспериментам, фильмам. В каждой из этих книг есть что-то про деяния Борисова. Я считаю, что у нас такая большая честь жить в одной эпохе с этим человеком. Я думаю, когда-нибудь назовут эту эпоху эпохой Борисова, не только в стране Саха, но и в российском масштабе. Конечно, большой видится на расстоянии. Вот мы видим на расстоянии эту эпоху Борисова и с радостью поддержали идею его новую инициативу общественную, «Элите». Она звучит как «элита», это «лектус» латинского. Евразийство нуждается, конечно, в каком-то апгрейде, вот по-интернетовски мы скажем. Потому что, конечно, идея, которая была еще 15 лет назад или 20 лет назад, она была на коне, она ворвалась к нам через книги Льва Гумилева, через прозрение Нурсултана Назарбаева. И мы достигли многого. Были несколько движений у нас евразийских, которые я создавал. Движение «Евразия», Евразийский союз молодежи. Но достигли мы важной вехи. Евразийский союз был создан. Но евразийство, добившееся официального признания, она, мне кажется, несколько утратила свою вот такую энергетическую суть, да, несколько выхолостилась. Очень сложно постоянно идеи будоражить массы, ждать от них, чтобы они все время будут как-то активно двигаться, да, к тому же вот очень много взяли наши, к сожалению, чиновники кальки с Евросоюза, когда создавали Евразийский союз. Да, Европейский союз сам находится в кризисе, и мы видим, что его модель неэффективна, он сам начинает сыпаться постепенно. Поэтому нужна новая кровь евразийства. Я считаю, что это как раз скифская идея, которая вот и даст мобильность, пассионарность. Одна из идей была сделать движение Евразии МОДЭ, другая идея, которую мы тоже обсуждаем, сделать движение евразийцев и скифов, то есть вот эту новую молодую евразийскую поросль туда включить как свежую кровь. Идет большой сейчас выбор и идей, выбор формы организации, что это должно быть. Сейчас мы находимся на пути к новому как раз. Сейчас самый интересный период, вот как для человека, который создавал много идеологических организаций, рождается вот новое совершенно.
Конечная образования, цель. да. Что первее, духовность или все-таки политика? Ну, как люди духовные, мы, конечно, и люди культуры. Сначала идем от культурной интеграции, но, конечно же, без политической интеграции, экономической, без того, чтобы наши народы жили на своей земле по своим законам, в своей большой стране, без вот этих таможенных барьеров идиотских, пограничных, вот мы бьемся именно за это. И здесь культурная интеграция очень важна. Вот я спрашиваю наших чиновников евразийских, а что, где у вас идеология-то? Вот назовите, кто идеолог этого союза. Ну скажите, что Назарбаев, скажите, что это Гумилев. Они говорят, нет, никакой идеологии нет. Ну, а как это так? Как это? В первую очередь экономика. Экономика не может быть идеологией, должен быть культурный проект. Евразийство и скифство, как раз, мне кажется, те проекты, в которых есть потенциал объединить, чтобы этот союз был не просто союзом ради вот, чиновников, да, а чтобы это был союз, который несет некий новый проект, некое новое общество, некие начало новой справедливости, чтобы он стал маяком не только для народов бывшего советского пространства, да, но и для всего мира. Вот это важно, мне кажется. Которые политики обменяют в Россию в имперских амбициях, включая Украину и так далее, события в Крыму и так далее, показали, что некий русский мир есть, и надо как бы им помочь. С другой стороны, опасаются, наверное, евразийства, то, что опять как российское, как русское начало. Что вы на это посмотрите? Нет, во-первых, русские являются фронтменами, вот такое же интернетовское слово, да, нашей цивилизации последние, сколько лет? Лет 500 точно. Но до этого были другие народы, там были татары, были тюрки, были скифы, да. Это большая миссия, как говорил Чингисхан, государев род, нести на себе вот эту миссию объединять другие народы. Русские на себя взвалили и тащат, пока худо-бедно. Им тяжело уже, там, трудно, но пока несут, да, пока несут, да. И все остальные народы, так или иначе, они объединяются вокруг русских, как вокруг позвоночника, да. Не говорят, что одни народы там больше, другие меньше, да. Все они важны, как в любом организме, там. Какая-то вещь небольшая, печень, да, но без нее попробуй проживи, да. Так и любой народ ценен на этой территории. Я считаю, что вот эти проекты, они могли бы прекрасно дополнять друг друга. Русская культурная идентичность, евразийский проект, скифский проект, который мы развиваем, в принципе, это эвфемизмы одного и того же. Но когда дело проваливается в некий русский национализм, в утверждении, что там русские, белорусы, украинцы — это один народ, но это не так же ясно совершенно. Там, несмотря даже на то, что они на одном языке все на русском говорят, тот же Лев Николаевич говорил, Гумилев, о том, что язык не является зачастую фактором одного народа. Например, в Латинской Америке 20 народов, которые говорят на испанском языке, да, но аргентинцы не становятся мексиканцами. И в этом смысле, конечно же, тот же Гумилев много раз говорил, что любой национализм слеп. Он начинает поедать свой народ и все остальные. Мы видим на примере украинцев, которые национализмом своим заболели просто. И сначала стали поедать других, когда потом им это не дали, они стали пожирать самих себя, на самом деле. Они себя съедят вот этим нацизмом своим, бестолковым. Вот наши идеи, они как раз в евразийстве или даже в скифстве ни один этнос пропасть не должен. Народы надо сохранять, и вот у нас есть концепция прав народов, people's rights, которые, в отличие от human rights это гуманитарные, человеческие права, права человека, а people's rights это права народов, в том числе на язык, на идентичность, и в том числе на недра, на которых они живут, что для Якутии актуально. Да. Про это хотел вернуться именно к Российской Федерации, федерализму в целости, да? Вот на вашем сайте написано слова Гумилева «сила системы в ее сложности». То есть, чем сложнее, асимметричнее будет организована Россия, тем больше в ней будет много различий, этнических и региональных идентичностей, тем она будет устойчивой. Национальное и территориальное деление России, да, или самобытность народов России, этническая, вот она как бы составляет вот эту ткань, наверное, да? Да. Скажите, именно про федерализм, как она будет в дальнейшем развиваться? Вот мы убежденные федералисты, мы постоянно с нашими националистами, унитаристами воюем в Москве, там разные есть люди, там есть националисты русские, говорю в кавычках, как, мы все русские, что же это, почему они узурпируют это великое имя, великий язык.
а во-вторых, с либералами, с такими как Прохоров, которые все надо республики разогнать, губернии там утвердить, но это уже было, это все привело к Октябрьской революции, потому что народы ты никогда не загонишь в какие-то резервации, в какие-то квадраты, народ — это живая вещь, и то федеративное устройство, которое мы выстроили, оно хоть худо-бедно как-то отстаивает идентичность регионов и народов. Очень плохо, слабо, но хотя бы так. Да. И дает несколько вот, как бы, возможность народам не растворяться, особенно вот эти формы национальных республик. Лучше все равно ничего не придумали. Вот коммунисты придумали эту схему. И тот же Гумилев в свое время предупреждал и советское руководство, что если вы будете забывать, что у вас есть народы в ваших странах, что есть этническая тематика, это приведет к распаду Советского Союза. А марксистская идеология, она всегда говорила, что постепенно классы съедят народы, и выяснилось, что Советский Союз развалился благодаря национальному вопросу, который отказывалась центральная власть учитывать. Мы не должны наступать на эти грабли, мы должны к каждому народу относиться бережно и давать народам дышать действительно. Чем отличается органическая система от механической? Вот действительно механическая, чем она сложнее, тем она хуже работает. А органическая, наоборот, чем сложнее устроено живое существо, тем оно более способное. Вот, сложнее всех устроен человек, да, потому что там нейронов мозга у нас как звезд на небе. Да. И поэтому это существо, которое работает совершенно уникальным образом. То же самое и с организацией нашей территории. Я думаю, ее федерализма не надо бояться. Надо, когда ты начинаешь бояться собственных народов, то постепенно этот страх, он найдет какие-то формы для того, чтобы стать действительно страхом. Надо давать... Россия настолько гигантская страна, настолько большая и сложно управляемая, что я считаю, что регионам, окраинам надо давать больше прав. Павел, ну вот давайте в завершении нашей интернет-передачи расскажите, пожалуйста, о ваших книгах. Эта книга называется «Русская сакральная география». Это первая книга, которая большим тиражом у меня вышла. Это уже второе издание. Второе, дополненное, с большим количеством иллюстраций. Здесь описывается Россия как мир миров. Пинежский ковер, Пинега — это русский север, и вот эти половики бесконечно, они как дорога, как радуга просто, и там пронизаны светом, и наши бабушки плели вот эти бесконечные ковры, и как волшебный клубок, из которого Россия соткана. Другая книга, потом вышла «Новые скифы». Вот она такая зелененькая больше. Вот это как раз скиф, который скачет на вот этой тачанке. Да. Лошадки у него мизенские, тут же у него вот эта дева, золотая баба из пермского звериного стиля. Меня поразило в свое время, что все народы постсоветского пространства так или иначе возводили свою историю к скифам. И славяне, и тюрки, и кавказцы. Это огромный объединительный потенциал у этой идеи. И народ Саха думает, что мы саки. Да. Но с точки зрения, может быть, не генетической преемственности, но культурной, наверное, совершенно точно. Праздник Исых — это как раз праздник прихода небесного огня, солнечного света. И, конечно, он имеет скифские корни, ведь когда-то курыкане, предки Саха, они жили в Великой Степи и пришли именно оттуда. И книга совсем новая, «Звериный стиль» Ивана Царевича. Она посвящается вот поискам некого в идеологии наших народов, некого золотого там царевича, который придет и привнесет нечто иное в этот мир. Все народы ждут, что этот царевич вернется. Якуты помнят про татарского царевича Иляя, который привел на эти тучные поля якутский народ когда-то во время она. У русских это Иван-Царевич, и здесь описывается, как в мифах, в сказках, через эпос, этническое сознание этот образ всегда возвращает. И, что интересно, половина текстов в этой книге, они так или иначе были написаны либо в якутске, либо написаны под впечатлением от посещения сакральных мест Якутии. Павел, большое спасибо. У нас в студии был директор Центра Льва Гумилева Павел Зарифуллин. До новых встреч. До свидания.